нашей программе мы часто показываем талантливых людей. Творчество человека, создающего красоту, созидательно. Оно приносит радость и умиление. Именно такие чувства испытываешь, глядя на коллекцию кукол Кристины Цушба. Ее работы можно было увидеть на 3 выставках арт-маркета, на 2 предновогодних и пасхальной выставке. Вы знаете, это все началось, наверное, где-то года 3 назад. В какой-то момент мне безумно захотелось сделать игрушку своими руками. Я думала, ну что-то вот хочется сделать, и как-то я наткнулась в интернете на игрушки ручной работы. Это оказались кролики. Они меня тогда так поразили вот своей простотой, и я обратила внимание на ткани. Там были такие красивые ткани, и мне безумно захотелось попробовать. В общем, первый мой шаг был такой, я пошла, распечатала выкройку. Это моя первая игрушка, которая получилась. Я вот загорелась в один момент, и за вечер, наверное, я ее сшила. Моя дочка, когда увидела эту игрушку, она сказала: «Мама, какую ты красивую игрушку сделала». Мне, конечно, приятно это стало, что моя дочка это оценила. И все мы сейчас в Инстаграме, да, и я выставила эту игрушку, и стали мои близкие писать мне: «Ой, какая красивая игрушка». Вы знаете, это немаловажно, когда кто-то оценит твою работу. И все пошло с того, что даже кто-то написал: «Не продаете ли вы эту игрушку?» У меня, конечно, тогда таких мыслей вообще не было. А потом подумала, почему бы и нет? Так и пошло, я стала потихоньку развиваться, приобретать какие-то мастер-классы, изучать, потому что если в первой работе у меня там ручки, они вообще никак не двигаются, да, потом уже, когда стала изучать, уже ручки начали и крутиться, и все, ну, каждый раз все стало лучше и лучше делать работы. Где ты приобретаешь материал? Расскажи нам. Есть такие сайты, такие страницы, на которых я подписана. Это вот в основном с Москвой я работаю, там чудесные магазины, и я покупаю, потом езжу за ними на Почту России и в Адлер, и оттуда вот привожу материалы. Ты начала с зайчиков. Да. Вот скажи немножко о куклах что-нибудь. Как вот у тебя с куклами дело обстоит? Ну, потом в какой-то момент мне захотелось, после зайчиков, мне захотелось сделать что-то другое. Куколки мне очень понравились, тоже стала их разглядывать, смотреть. И я попробовала первую куколку, ну, тоже оказалось ничего, такая вроде симпатичная. Хотя сейчас смотрю на нее, она мне, ну, как бы вижу какие-то погрешности, но... И я стала шить кукол, они покупали у меня. Потом в какой-то момент, я не знаю, куклами я, наверное, занималась где-то год, я увидела опять в Инстаграме, да, на страничках Инстаграма я увидела медведей, вот этих вот, которыми я сейчас занимаюсь. Это были мишки Тедди и зайки. Мне тоже захотелось попробовать. На днях Кристина ездила в Москву со своей коллекцией на международную выставку кукол и мишек Тедди. Я была на выставке, которая проходила в Москве. Это была международная выставка коллекционных кукол. Мне захотелось принять участие. Я никогда даже в руках не держала медведя Тедди. У меня была мечта их пощутить, подержать в руке. И я решила поехать, принять участие. Люди подходили, спрашивали, смотрели, им очень понравилось мое оформление. Опять-таки это расстояние, да, вот это ввести. И, конечно, все по возможности я забрала, с собой взяла, чем я могу украсить свой стенд. Выставки необходимы для того, чтобы в первую очередь показать свою работу. Ясно, что продажи в основном идут в Инстаграме. Но в Инстаграме мы можем показать, да, свои работы, сфотографировать, там видео показать, но ни с чем не сравнится, когда покупатель приходит и он видит игрушку вживую. Потому что здесь все, видно, там деталь, какие-то нюансы, просматривается мастерство.
У меня был такой момент, я когда поехала на выставку, у меня было только всего лишь 10 работ, в связи с тем, что у меня как бы по времени я как бы не успевала больше сделать, я повезла 10 работ, но пока я их шила, у меня уже их, я же выставляла все, да, там на страничке, у меня уже их забронировали, 3 медведя, и я попросила, можно я их отвезу, а потом я верну их назад. Конечно, девочки согласились, да, и был такой момент, что одна написала мне тоже на страничке, я хочу вот медведя, именно того медведя, которого уже девочки забронировали. Я им объяснила эту ситуацию, ну, она сказала, хорошо, говорит, тогда можно я приду на выставку и просто обниму эту игрушку. Я говорю, конечно, можно. Меня, конечно, удивило, что в основном это была, у меня аудитория была здесь, да, и тут вот человек написал, что вот придет на выставку и посмотрит мою игрушку. Ну, она, конечно, эта девушка пришла, она посмотрела на этого медведя, но потом ушла с другой медведицей. Да, купила игрушку. Но в основном на выставку приходят те люди, которые уже такие посетители, которые уже своя аудитория. Они же следят за страничками, да, и уже приходят конкретно к определенному автору. В перспективе, конечно же, я не хочу на этом останавливаться, мне интересно все дальше и дальше. Были, да, конечно, меня приглашали на разные выставки. Это будут в ближайшее время. Ну, конечно, наверное, я не смогу в ближайшее время попасть, но я однозначно через какое-то время обязательно поеду, потому что выставки, они необходимы. На выставках можно показать свою работу, познакомиться с другими мастерами, авторами. Это так интересно. Вот сейчас, когда я была на Новый год на выставке, я получила столько удовольствия, там столько красоты, какие мастера, все такие дружелюбные, очень, они даже вот поддержали меня, то, что это был мой первый, да, первый выход, они мне так сказали, что для первого раза это очень даже хорошо. И не останавливайся на этом. Были такие моменты, я когда отлучалась, мне хотелось посмотреть на другие работы, и когда я приходила, со мной была моя подруга, которая мне говорила, что вот так останавливались, смотрели на мой подиум и говорили, что пускай не бросают эту работу. Тина, а абхазский зритель как отнесся к такой вот интересной европейской игрушке? Вы знаете, я удивлена, конечно, но есть люди, которым нравится то, чем я занимаюсь. Я немало здесь продала, хотя я думала, что, может быть, как бы единицы будут покупать, но у меня продаются хорошо игрушки. Кристина – тейдист из Абхазии, а тейдисты – это мастера, специализирующиеся на изготовлении авторских мишек Тедди. Мишка Тедди – это игрушка не массового, но эксклюзивного производства. Их шьют вручную малыми партиями. Традиционно у мишки должны быть особые пропорции. Итак, как начинается рождаться игрушка? У меня есть базовые выкройки, с которых я начинаю свою работу. Вот эта ткань вискоза, она ручного окраса. И я наношу, мои выкройки наношу на эту ткань. Вот, наношу. Так. Так, отмечаю вот эти метки для меня, не для того, чтобы я потом могла зафиксировать лапки правильно, чтобы они симметрично прикрепились. Я вот эти все части, да, наношу сюда. Это у меня базовая выкройка. Иногда мне хочется удлинить лапки, иногда покороче сделать. Ну, зависит, смотря какую работу я хочу сделать. Иногда могу маленькую сделать работу, иногда одну покрупнее. Ну, это уже зависит от моего настроения и от того, какую работу хочет видеть покупатель. Когда все части я прошью, я шью вручную. Мне многие говорят, почему ты машинкой не пользуешься? Я машинку, мне не нравится шить машинкой, я больше получаю удовольствие от того, что я вручную это все шью. Дальше, после того, когда я соединила все детальки, я беру вот таким способом опилочки и забиваю вот в это отверстие. Дальше у меня палочка вот такая, где она, и вот так
утрамбовываю, ну, вплотную опилочки. Опилки, я беру у своего отца, у него мастерская, и он занимается по дереву. И вот эти вот опилочки, они мне нужны, они мне необходимы, и я беру у него. Это определенное какое-то дерево должно быть или любые опилки? Ну, любые древесные опилочки. Если плотно не набить, первые работы у меня, конечно, были такие, что у них там головка, лапки, они шатались. Но с каждым разом, да, я все лучше и лучше делаю свою работу, и теперь у меня уже головка не шатается, лапки не шатаются, но все крутится, вертится, но при этом все зафиксировано правильно. Немаловажно, когда, чтобы набивка была вплотную набита. Также для того, чтобы игрушка была, вообще, когда игрушку держишь в руках, ее нужно ощущать, она должна быть такой вот тяжелой. Можно использовать каменный гранулят и металлический. В лапки и в ножки, в лапки можно тоже, чтобы утяжелить, также можно и вот сюда брюшко насыпать гранулята и немножко опилочек. Да, немножко опилочек, конечно, это немного такая вот грязная работа после того, когда я замечаю, рядом у меня и опилки, и все, и такой беспорядок на столе, но это все поправимо. Дальше нужно зафиксировать иголочкой. А что за нитки, да, обычные, да? Ну, это, знаете, такие вот нитки, они, я думаю, такие шелковые, плотные, которые, не порвутся. Даже если захочешь так порвать, они очень такие плотные. Для тела я использую именно вот эти ниточки. Ну, дальше уже таким потайным швом. После того, как я полностью игрушку набью опилками, я начинаю вот это вот отверстие потайным швом шить. Потайной шов, он вот выглядит вот так. Ну, это такой вот шов, вот таким образом я... Именно вот это вот отверстие, да, я именно потайным швом, а так другим швом я шью все детали. Это глазки стеклянные, мы сейчас их зафиксируем, чтобы их закрепить. Так, например, вот сюда. Вот так вот просовываем насквозь, и вот сейчас будет такой щелчок. Вот щелчок произошел, глазик встал на место. Так, и вот второй глаз мы сейчас насквозь иголку просовываем. И опять у нас должен произойти щелчок. Вот. Все, глазки встали на место. Теперь, когда вставили глазку, и тут же игрушка преображается, она сразу становится живой за счет того, что вот эти глазки, они стеклянные, и они с таким блеском, и такое ощущение, что игрушка смотрит на тебя, и она оживает, да, она оживает. Дальше у нас этап будет, мы сейчас будем делать носик. Ну, носики бывают разные, но мой метод, то, что мне нравится, я вот делаю пару стежков. Мы сейчас будем тонировать игрушку масляными красками. Потому что пока игрушка не тонирована, она, какая-то такая, да, вот, после того, как ее затонировать, она приобретает какой-то свой характер. Да, начну, наверное, вот таким образом я начинаю тонировать игрушку. И размазывать, да? Да, и так размазывать надо. Вначале кажется, что темно, но потом, когда краска высыхает, это будет, не так ярко выражено. Так, самый такой момент, именно когда глазки, сейчас как-то ярко выражено, но когда краска высохнет, будет более так поспокойнее.
Вот это платьишко, которое тоже я пошила для этой зайки. Очень люблю шить наряды, придумывать образы. Иногда бывает, что я пошью игрушку и долго не могу определиться, какой же наряд я одену этой игрушки. Это может у меня дня 2 уйти на это, 3 дня. Но потом в какой-то момент я загорюсь и вот за вечер могу пошить какой-нибудь наряд. Ну, для того, чтобы одежде тоже добавить такой состаренный вид, я тоже, конечно, тонирую вот этими красочками. Прежде всего окунаю в чайный раствор. После этого становится игрушка такая более припыленная, и такой эффект, как будто платью много-много лет, наряду. Почему вы все время хотите состарить? Вы знаете, это мой стиль, почему-то я пришла к этому, вначале такого не делала, но постепенно мне стало это очень нравиться, очень, и я стала, вот у меня в таком стиле стали мои медведи и зайцы. В состаренном виде. Мне хочется придать моим работам эффект чердачных игрушек. Но за счет того, что вот я тонирую в чайном растворе, да, и вот, допустим, тонирую масляными красками, и этого эффекта можно добиться. Вы знаете, помимо игрушек, мне еще очень нравится делать вот такие вот блокнотики. Я вам сейчас раскрою его, покажу. Это такой очень кропотливый труд. Тут столько листочков. Их нужно, вот чтобы добиться, опять-таки возвращаясь к эффекту старого, то, что я люблю, нужно все листочки окунуть в чайный раствор. Потом эти листочки должны высохнуть. Потом этап такой, все нужно гладить утюгом, прогладить. Да, очень интересный момент, когда я соединяю вот эти все, получается, листочки и начинаю прошивать. И получается вот такая вот книжка. Вы знаете, на этот альбом обращали много, я повезла его с собой на выставку, для того, чтобы там положить его. И очень многие обращали на блокнот внимание, людям нравилось. В этом доме скоро будут наряжать живую елку, а пока Кристина украшает маленькую искусственную елочку своими ручными игрушками. Так как я безумно люблю текстиль, хлопковые ткани, я, конечно же, сделала для елочки вот такие игрушки. Но это которые в прошлом году, вот эту лошадку я сделала буквально на днях ее. Но вы знаете, моим деткам все-таки нравятся игрушки. Я всегда вспоминаю разговор моей дочери, когда она сказала: мама, почему именно мы украшаем твоими игрушками? Это не потому, что им нравится, а потому что детки хотят все такое яркое, золотистое, серебристое. Да, но это дети же, конечно. В этом году я сказала, что нет, украшать будут елку в этом году только мои дети. А так для себя, конечно, для души я сделаю такой уголочек, который вот в моем стиле, который мне нравится. Шатка, вот сердечко, там елочка, звездочка. Это все тоже я шила, да, оформляла тоже акриловыми красками. И вот это как прянички, новогодние пряники имбирные. Да. Первый ценитель творчества Кристины – это ее большая семья. Днем она решает семейные проблемы, а ночью в тишине создает кукол и медвежат. Я хочу поблагодарить своих родных и близких друзей, которые всегда рядом со мной и которые всегда радуются моим маленьким достижениям. Я им за это благодарна, потому что то, что я сейчас сделала, вот это вот мое маленькое творчество, это благодаря им. Атацыбзи цымыл сычкун зыдьёу баха зато дыбзиу птгела дызлагаз нагзыны колцо губзир лымана хубзир лымана чейхат. Вы знаете, когда я сделаю игрушку новую, да, они всегда говорят: мама, можно эта игрушка будет моя? Или там мальчик, если это мишка, то баба всегда говорит: мама, можно эта мишка будет мой? Если это зайка, мама, может эта зайка будет моя? То есть они сразу претендуют? Ну да. Ну расскажи мне, у тебя есть твои личные игрушки, сшитые мамой? Да, есть. Расскажи, какие? Первая игрушка, это мне мама сделала зайку. Она такая в юбочке розовом и с короной.
2020 году Кристину с ее коллекцией приглашают в Германию на выставку игрушек. Примет ли она там участие, покажет время. Ну а пока она своими руками творит волшебную реальность – мир детских игрушек.